Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто хочет вернуться в вашу жизнь? Кто это человек? И вернется ли он? Да? Давайте назовем так тему. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Просто задайте вопрос от своего имени. Кто хочет вернуться в мою жизнь? И вернется ли этот человек в мою жизнь? Получится ли у этого человека вернуться? И песочек все покажет. Все вам расскажет, мои хорошие. Ну что ж, давайте сразу и посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, тут не один человек вышел. Мои хорошие, отсыпка общая. У кого-то отыграется сразу несколько людей, а у кого-то по персонажам отыграется. Но вот хочу начать с мужчины. Здесь мужчину показали очень меркантильного в прошлом, но очень сердечного в настоящем. А мужчина, с кем у вас был контакт, связь была. У кого-то отыграется, что была очень сильная любовь. Но мужчина очень меркантильный, кроме денег его ничего не интересовало. Вот деньги, мне деньги, больше денег, много денег, хочу денег. Ну, ради денег он готов был вообще пойти на все. Любил только деньги. Любил только деньги. Мужчина, который очень много вас обижал своим отношением, поведением, либо какими-то своими действиями. То есть он мог проявлять холод в отношениях, нетерпимость к вам, ревность мог проявлять, безразличие даже мог проявлять. Может быть, он на вас экономил, да? Вы-то все, что есть, ему отдавали, и любовь, и свои заработки там, вкладывались в него, а он на вас, например, экономил. В общем, вел себя безобразным образом. У вас до сих пор от этого мужчины, я так понимаю, если вы вспоминаете, то сердце начинает прихватывать и ныть. Да, вот от обиды сжимается прям. Думаете, Господи, вот столько времени на него потратила, как я могла его любить, да, как я могла вообще с ним рядом быть. Мужчина, с кем вы очень жестко разошлись, ну, либо жестко поссорились, разошлись, либо он так обидно ушел, да, может, вы его выгнали, а он даже не стал ничего говорить, просто молча там собрал все, что там было и его, и ваше, и просто вынес из дома. И вы такая, блин, вот козел, да? Да как так? Ты же это не покупал, ты зачем это берешь? Вообще это мое было, до тебя еще куплено. То есть, да, мог еще и прихватить с собой что-то. И вот прям запомнился он вам. Сердце до сих пор от обиды сжимается. И прям если попался, вы бы точно ему меж глаз дали. Может, вообще видеть его не хотите. Такие вот у вас ассоциации идут. Кстати, благодаря этому мужчине вы, ну, прям повзрослели. Вот честное слово, повзрослели. И это не про возраст, это про осознанность. Да, вы были более наивные, романтичные. Вы верили там, в прекрасную любовь, которая исцеляет, меняет людей. Там, да, главная любовь, все остальное придет. Вот. А благодаря ему вы стали понимать, что если мужчина на букву М, да, и это не слово мужчина, это другое слово, то там уже ничего не сделаешь, ничего не поможет. Вот. Стали больше себя ценить, стали больше думать о себе. Как благодаря ему вы пробудились от этих прекрасных розовых снов, которыми себя окружили. Стали взрослой женщиной, ну что, сознательной взрослой женщиной, осознанной, которая теперь думает о себе, выбирает себя и выбирает лучшее для себя. Да? А не вот так, что я готова жертвовать, ждать, любить, вкладываться. Вы такая, нет. Теперь пусть меня ждут, в меня вкладываются, да? Пусть мне доказывают, что меня любят. И только с таким человеком я буду строить отношения. Да, многому он вас научил. Еще мне идет что-то про деньги, он вас научил. Может быть, вы такая вот бессеребреница, да, вообще о деньгах никогда не думали, либо вот все, что есть, вы готовы были потратить на тех, кого любите.
А благодаря ему, может быть, вы там финансовую грамотность освоили, стали денежки как где-то накоплять, откладывать. Кто-то из девочек пожил со скрягой, своим делом занялся, и теперь вы успешная бизнес-леди. Да, может, он там экономил так, что вы там трусишки не могли у него выпросить, не то чтобы какие-то красивые подарки. И он вам говорил, ну, пока дырок нет, да, носи, носи, да. Может, там экономил даже на каких-то вкусняшках для вас. Но мне вот идет, что он ужасный был. Ужасный скряга и ужасный жмот. И все, что он в жизни любил, это деньги. Еще мне идет, что он какую-то вечно женщину слушался. Женщина, кстати, очень с ним схожая по характеру, по манере. Может быть, это его мама, такая же жадная женщина, алчная. Может быть, это его там сестра, не знаю, может быть, бабушка у кого-то отыграется, может, даже какая-то бывшая. Но вот очень жадный персонаж, и вот влияние этой женщины еще все больше усугубляло. Вы ревновали его к этой женщине, либо вы считали, что все проблемы в ваших отношениях из-за этой женщины. На самом деле нет. Скорее всего, вы уже потом поняли, что он и сам такой, да, был. И они как идеальная пара, два сапога пара. Вот. Мне почему-то идет, что это его мама, либо какая-то вот родственница. Постоянно она его наускивала против вас, либо он приходил и после этой женщины, после общения с ней, и устраивал вам скандал. Эта женщина могла лгать по поводу вас, могла вас там грязью поливать, могла сеять в нем сомнения, что вы там такая-сякая, там изменяете, что-то не так делаете, там не экономите, например, да. Не идете на третью работу, чтобы больше денег было в семье. Какие-то вот ужасные вещи. Не знаю, вы как Золушка мне в этих отношениях. Золушка несчастная, как обобрали вас до нитки, мне еще идет почему-то. Может, даже в долгах, в кредитах оставили. В общем, ужасное что-то было. Ужасное. И вы прям натерпелись, моя хорошая. Еле-еле как вы выкарабкались, да. Может быть, даже к психологу ходили, чтобы избавиться от этого всего мрака, который у вас был в этих отношениях. Этот мужчина теперь хочет вернуться в вашу жизнь. Как вам новость? Сознание не потеряли? Проверьте свой пульс, пожалуйста. Вот, решил он, что вы были лучшая, самая терпеливая, самая нежная, самая заботливая. Вот другие женщины не такие, они с него подарки требуют, они там наперед требуют и подарки, и деньги. И никто не хочет экономить, никто не хочет в одних трусишках ходить, да. Все хотят прям люксы, бренды, а без этого любви никакой нет, да. Ты сначала там подарки купи, заплати, а потом уже любовь будет. И вот они с этой женщиной постоянно о вас говорят, и эта женщина ему говорит, возвращайся к ней, да, она же тебя терпела, вот, она такая, что она тебя примет. И он такой, да, наверное, мне нужно к ней вернуться, она добрая, она меня слушалась, она там переживала, да, я к ней вернусь. В общем, у них там такой план созрел, чтобы опять вернуться в вашу жизнь. Причем они будут возвращаться опять вдвоем. Это не один мужчина вернется, они вдвоем вернутся. Вот, девушки, выдыхайте. Выдыхайте, я вижу, что вы его к себе не подпустите. И тут даже ваши ангелы, личные ангелы-хранители, да, не подпустят этого мужчину к вам. В момент, когда он будет идти в вашу сторону, вот мне идет, что его прям как остановят, да, на полпути развернут. Вот, не сможет, да, он хочет, да, он прям решился, это его новый план, но он не сможет. Ангелы, ваши ангелы-хранители, хранители вашего рода, те, кто вас оберегают, те, кто вас защищают, не пустят этого мужчину больше к вам. Не пустят, даже на пушечный выстрел не подпустят. Хотя он прям хочет. Он может вам там и написать, и даже звонок может от него прийти, что вот я скоро буду, давай встретимся, есть что обсудить. Вот, но его к вам не подпустят. Просто не подпустят. Вот. Что у него поменялось? Жизнь хуже у него стала. Очень хуже стало. Он хотел так денег, а денег так и не получил. Вот это его там ужасная привычка экономить, она не оказалась жизненной, либо эффективной. В общем, чтобы он там не экономил, все равно живет он очень плохо.
И будет еще хуже жить, я вам так скажу. Вот, с этой женщиной они часто ругаются, но у них есть общая тема, да, общая тема, потому что они приспособленцы, они потом на этой общей теме сходятся. Вот. И мне кажется, что они вместе так и проживут, да. Скорее всего, да, мама, и они вместе так и проживут. Причем жизнь у них будет ухудшаться. Да, представляете, кто к вам решил вернуться? Обалдеть. Так, еще один человек показан. Но здесь больше, знаете, как похоже на какое-то знакомство. То ли виртуальное знакомство, то ли где-то у вас какой-то роман был, может, курортный роман. Может быть, где-то в одной компании вы находились, там друг другу симпатизировали, но как-то вот не зашло, не пошло. Может быть, кто-то из вас уехал. Может, как разделила вас судьба. Но вы явно с этим человеком то ли переписывались, то ли пытались общаться, встречаться, но вот что-то помешало, да? И этот человек, он очень часто думал о вас. И я вам даже больше скажу, этот человек ни с кем другим отношения не завел. Вот сколько бы лет ни прошло, ни с кем не заводил отношения. Потому что вы ему запали в сердце, вы запали ему в душу. И ну вот как ни крути, к вам он испытывает нечто большее, чем вот симпатия, привязанность. Что-то родное мне идет. Родное, что сложно словами описать. Как частичка души, может быть, даже, да? Как зеркало души. Далеко этот человек от вас находится, далеко. Как-то следил за вашей жизнью и очень сильно огорчался, когда вы, например, с кем-то в отношениях были, когда ему там, например, могли докладывать про вас, что вы там с тем-то, тем-то общаетесь, либо встречаетесь, и ему прям болело, но не было такого желания, что раз она там с кем-то встречается, значит, и я кого-то найду. Нет, и все. Какая-то, вот знаете, у него к вам любовь, но она не раскрытая. Любовь, которую он еще сам для себя не признал. Вот так мне идет. Может быть, никогда не любил, а вот именно вас полюбил. Да так и не понял, что это любовь. Он считает, что это какая-то безумная привязанность. И еще он видит, что вы как подходите ему, что ли. Вот не знаю, как это словами объяснить. Скорее всего, да, это нераскрытая любовь, которую он еще сам не признал. И этот человек, он в силу каких-то обстоятельств не очень хороших в своей жизни, он просто не мог с вами связаться. Может быть, ему нечего было предложить, допустим, да, у него там были проблемы, долги, там еще что-то было. И он не хотел, чтобы вы видели его, либо знали о том, что он в таком плачевном состоянии. Но вот сейчас я вижу, что он как-то с колен поднялся, как-то себя в порядок привел. Работа у него такая вот прям хорошая, перспективная. Неплохо живет, он один. И он все чаще и чаще уже там строит планы, как ему вернуться в вашу жизнь, как вас вернуть в свою жизнь, как с вами там начать этот диалог после столького времени, да, вот после долгой разлуки. И очень часто вы ему и снитесь, и он мечтает, какая-то фотография у него есть, то ли общая, где вы вдвоем, то ли ваша личная, да, где вы одна. Вот он ее уже там засмотрел до дыр. Конечно, это утрирую. Но тем не менее, что-то есть. У кого-то еще отыграется, что какая-то ваша вещь есть, там платочек, не знаю, что-нибудь, заколочка. Очень бережно хранит, прям пылинки сдувает. Далеко, он от вас далеко. Прям сильно далеко. Может быть, даже какая-то разница во времени есть. Знаете, какая у него проблема? Вот он не знает, как начать. Как начать диалог с вами, чтобы просто написать привет, там, как дела, а вдруг вы его забыли, а вдруг вы скажете, а ты кто такой, да? Либо просто заблокируете, напишите, что с незнакомцами там не общаюсь. Вот такая у него проблема.
И мне вот почему-то кажется, что он с правой стороны про какую-то дорогу думает. Может быть, он думает приехать туда, где вы живете, и типа там вам случайно встретиться, попасться на глаза, с этого начать. Но вот как-то писать он вам не очень хочет. Либо там звонок не рассматривает, считает, что вы его не узнаете, не вспомните. Вот до такого даже мужчина дошел. А вот дорога мне идет, как приехать. Хочет приехать и прийти к вам. Такие мысли у него. Ну, этот мужчина мне нравится. Мне нравится, как он крепко стоит на ногах, как он изменил свою жизнь. Такой, знаете, приличный, без вредных привычек, либо там без особо вредных привычек, да. Вполне себе, почему бы и нет. Но я не вижу, что вы прям любовь к нему испытывали. Может, симпатия была, да? Может быть, просто не случилось, не сложилось в свое время. Но он много чего пережил, у него много бед в жизни было. Может быть, специально даже не дали вам быть вместе, потому что мужчина должен был пройти свои эти испытания, может быть, карму свою проработать. Да, он решал все эти проблемы, он буквально за жизнь боролся. Вот до такого у него доходило. А теперь он крепко стоит на ногах, встал с колен, и он готов вас вернуть, он готов на все ради того, чтобы быть с вами. Но вот мне идет, что он приедет. Вот дорога идет. Он эту дорогу уже в голове прям там просчитал, может, даже билеты уже купил. Как встреча, да? Он хочет с вами именно лично встретиться, сразу посмотреть вам в глаза. Так, еще показывают мне женщину. Ах, женщина, очень хитрая женщина, сразу говорю. Женщина, которая с вами, я так понимаю, дружила. Либо на работе вы были коллегами, подругами, либо вы по жизни были подругами. И эта женщина очень много вами пользовалась. Но вы такой, знаете, друг, который вот последнее отдаст. Да, вы даже можете пренебречь своими интересами во имя интересов своей подруги, там, друга. И она часто этим пользовалась, а потом нашла себе, я так понимаю, какую-то более выгодную подружку, либо стала вас побаиваться, может, она замужем была, да, что вы там симпатичная женщина, красивая, что мало ли там муж ее на вас поведется. Но мне больше идет, что она вот по выгоде дружит, да, вот больше, наверное, что она кого-то более выгодного себе нашла, и она перестала с вами дружить, перестала с вами общаться. Но ей вас очень не хватает. Не хватает вашей доброты, задушевности. Не хватает вашего этого всепонимания. Вот прям тоскует она по вам. Но эта женщина, она скоро появится, проявится. Мне кажется, она вам звонить будет, да, либо вот как-то с вами свяжется, может быть, в мессенджере. Знаете, как будто бы там ни в чем не бывало. Только скажет, ну, давно не виделись, давай встретимся, давай там поговорим, да, я там соскучилась. Ну, видите, выгода выгодой, а душу никто не заменит, да? Душевные отношения никто не заменит. С вами очень комфортно общаться, с вами очень комфортно дружить, а про то, что вы всегда помогаете, я вообще молчу, да. И, может быть, она за той выгодой погналась, с кем-то по выгоде стала дружить, но там ни добра, ни сердца, ни души нет, да? Человек, может быть, там соответственно и вел, что если я тебе помогаю, я тебя могу третировать, да, я могу на тебя там срываться и тебе твое место указывать. А вы же никогда так не делали. Никогда. Вот. Но эта женщина скоро объявится. Я не знаю, подружитесь вы опять или нет, но я думаю, что вы прекрасно понимаете, что она за человек и как она вас использовала. Вот. Возможно, вы уже ее и не захотите, да, с ней дружить точно не захотите. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.